Тема сегодняшнего занятия – парфюмерные средства, основные термины, определения и используемости в парфюмерии. Как вы знаете, что парфюмерия входит один из классов косметологии, да? Но сравнить их с помощью косметологии и парфюмерии мы не можем, потому что парфюмерия имеет свои особенности, а косметология имеет свои особенности. Да? Ну вот смотрим терминки, что такое парфюмерия. Это наука, изучающая основные принципы сочетания запаха и закономерность создания парфюмерной композиции и средств. Ну отсюда ясно, да, что парфюмерия это, во-первых, является наука. Да? Что он определяет? Он определяет сочетание запаха. Так как вы знаете, что по направлению парфюмерии это является искусство. Слово «парфюм» используется нам сегодня, происходит из латинского слова «перфумум», то есть через дым. Парфюмерия или искусство создания духов началось в древней Месопотамии, Египте и было далее развито в древнем Риме. Что об этом говорится? Что парфюмерия, как вы все знаете, когда подходите при покупке парфюмерного изделия, вы что спрашиваете? Дайте нам попробовать парфюм. Это одно из ключевое слово при парфюмерии. Парфюм. Вы не говорите «дайте мне парфюмерию», вы говорите «дайте мне парфюм». Объектом изучения парфюмерии являются парфюмерные средства, или же говорят парфюмерные изделия, состоящие из смеси душистых веществ. Это является парфюмерная композиция. Когда мы говорим о душистых веществах, вы уже понимаете, о чем идет речь. Речь идет в основном о эфирных масел. Да? Душистые вещества входят эфирные масла. Значит, получается, если это смесь, значит, является эфирные масла несколько видов эфирных масел. Получается у нас смесь душистых веществ. Или же, как говорят, парфюмерная композиция. Из этой парфюмерной композиции мы создаем те или иные парфюмы. Также в состав входит парфюмерных средств, спирт и вода, отличающие их соотношениями. Что говорится об отличии их соотношения? Значит, мы говорим о классификации парфюмерии, потому что парфюмерия, как вы знаете, мы в следующем об этом поговорим, есть парфюмерные жидкости, вот, которые разделяются на духи, одеколоны, туалетные и душистые воды. Так как вы знаете, что в состав тех же духов, тех же одеколонов и тех же туалетной и душистой воды входит что? Смесь душистых веществ, спирт и вода. Сейчас мы разберемся все-таки, из чего состоит вот эти вот, как говорится, объект парфюмерных средств. Парфюмерная жидкость, что же это такое? Это спиртовый или спиртоводный раствор. Когда мы говорим о спиртовых и спиртоводных растворах, вы уже должны знать, значит, в состав этого парфюмерии у нас входит чистый спирт, а чистый спирт у нас скольки процентно? 96%. Когда мы говорим в спиртоводные растворы, это мы говорим о смеси воды и спирта, где идет разбавление. Тот же возьмем спирт, который продается у нас в аптеке, оно говорится о смесь спиртовых растворов. Да? Это получается, или говорят, раствор спиртовый, значит, в состав входит вода. Поэтому в парфюмерной жидкости входит и спирт чистый, и спиртоводные растворы. А также, как мы уже подчеркнули, смесь душистых веществ и настоев с приятными запахами. К парфюмерной жидкости, так как мы сказали, относятся духи, одеколоны, туалетная и душистая вода. Давайте разберемся, что такое духи. Духи – это спиртовые, опять я повторяю, или спиртоводные растворы парфюмерных композиций с приятным запахом. Используют в качестве ароматизирующих парфюмерных средств. Духи содержат самый большой процент эфирных масел, так как я вам сказала, что душистых веществ относятся эфирные масла. Эфирные масла, вы видите, в состав духов входит 10-30%. Растворимых в чистом виде 96%. Тогда мы говорим о том, что если процентное содержание выше, высокое эфирных масел, а также в состав, в который входит чистый спирт, то капель этих вот духов
будет сохранять сильный запах до 30 часов. Видите, да, что в состав духов у нас входит чистый спирт 96% и эфирные масла, душистые вещества. Если мы когда создаем композицию душистых веществ или смесь душистых веществ, мы создаем определенные душистые эфирные масла, которые соответствуют между собой в соотношениях и взаимосвязаны по физико-химическим свойствам. И тогда мы образуем вот эти вот смеси душистых веществ. Одеколон – это приятно пахнущий спиртоводный раствор парфюмерной композиции с запахом цветочного или фантазийного направления, используя как гигиенические, освежающие и ароматизирующие средства. Но вы все поняли, да, что когда мы говорим о духах, мы сразу подразумеваем женщин, да, что женщины используют духи. Но не забывайте, что и мужчины тоже есть определенные духи мужские. Одеколон, он намного слабее, чем эти духи. Так как одеколон, в состав входит эфирного масла очень мало, и также входит спиртоводный раствор. Процентное содержание спирта намного меньше. Поэтому запах намного у одеколонов намного меньше часов остается. Ну и вот туалетная вода. Ну, опять-таки у нас вопрос стоит, что вот туалетная вода, да, сразу представление идет о чем-то другом. Но нет, туалетная вода намного, видите, да, в воде содержится от 4 до 10% эфирных масел, растворенном в спирте, опять-таки, 80-90%. А стойкость запаха около 2-3 часа, а там в духах у нас мы подчеркнули, что 30 часов. Обычно туалетная вода отличается от духов менее резким и менее стойким ароматом, а также меньше содержания эфирных масел. Но уже по процентным содержанию уже понятно, что туалетная вода имеет меньше. Так как вы знаете, что женщины или, как говорится, человечество пользуются духами, и вот эти духи, мы не говорим, что они чистые, эти духи, которые мы закупаем или применяем, или же покупаем, так как эти духи являются туалетная вода. Вы все заметили, что когда вы покупаете, пишется духи, но в скобках пишется туалетная вода. Дальше. Душистая вода представляет собой прозрачную жидкость, содержащую растворенное или эмульгированное состояние в очень небольшом количестве компонентных эфирных масел. Опять-таки заметьте, что содержание у них идет 10% эфирных масел, и у них менее резкий запах. Запах сохраняется 4 часа, и душистая вода применяется в качестве гигиеническое и освежающее средство. Ну, это понятно, да? И туалетная вода, и душистая вода, и также одеколон, они применяются как гигиенические. Мы пользуемся его как гигиеническим средством, да? Против неприятных запахов. Но если взять, то избегая этих неприятных запахов, обязательно должна быть определенная гигиена, да? Так, но классификация запахов парфюмерных средств. Французские классификации ароматов, разделившиеся все духи на 7 основных групп. Я не буду останавливаться, я просто назову и немножко так это объясню вам все-таки, что такое вот эти вот, что дает вот эта классификация, французская классификация для парфюмерных запахов. Вот есть цветочные, вы все знаете, да? Есть цветочные ароматы, которые принимают и имеют запах определенных цветов. Ну, например, это ландыш, да? Гвоздика, роза. Вот это уже называются цветочные ароматы. Дальше шипровые, это отличает своей современной и вместе с тем классическое сочетание ароматов деревьев и мхов. Ну, запах мхов вы знаете, да? Что такое мхи? Вы уже проходили по ботанике и проходили по фармакогнозии, да? И древесные, так как дерево, и вы знаете, на основании этого дерева обязательно выходит что? Мох. Так, придающий теплоту и глубину парфюмерных изделия. Вот заметьте, что каждый запах имеет своеобразные тоны, гаммы вот этих вот запахов, да? Вот то, что мы сказали цветочный, что мы сказали шипровый, это деревья и мха. Запах, вот когда деревья и мха вы чувствуете запах, вы можете определить, что это шипр. Также древесные, сочетание теплого насыщенного аромата сандалового дерева и пачули в более нежных запахах кедра и
ветивера с бодрящим, свежащим лавандой и цитрусом. Что это говорит? Что это в основном идет большинство мужских ароматов. Используют вот этот вот древесный аромат или запаха вот этих парфюмерных средств. Также цитрусовые. Тут останавливаться я не буду, это уже понятно, какие бывают цитрусовые запахи. Вы уже можете понять, что если это цитрусовый, то это может быть и апельсиновый, и лимонный запах, и так может быть мандариновый. Да? Следующее это папоротниковые, сочетание запаха лаванды, бергамота, кумарины с ароматом древесных нот и дубового мха. Ну, вот то, что я вам говорю о сочетании запаха лаванды, бергамота, это и есть эфирные масла. Следующее, кожаные, в этой группе собраны очень необычные, редкие ароматы. Это сухого табачного, имеющий ароматы, выделенной кожи, нежный цветочный запах в головном аккорде, создает редкую оригинальную гармонию с типичным мужским акцентом. Отсюда понятно, что при классификации парфюмерных запахов, ароматных запахов, то вот для мужчин является древесный и также является кожаный, да, запахи. И следующее, последнее, это амбаровые, пьянящие, мягко-пудровый аромат ванили, ладанной камеди с ярко выраженными анимальными или животными нотами, придающими немного приторный и вкрадчивый запах. Ну вот, вы заметили, что у нас существует по французской классификации 7 ароматов запаха. Ну, во-первых, когда мы говорим о используемые те термины, которые в основном используют парфюмеры. Так, ну основные термины определения используемой парфюмерии, так как мы все знаем, что терминология, которая существует, она является специализированной. Это между собой парфюмеры разговаривают, да? Ну вот на своем языке, на своем терминологии. Поэтому давайте посмотрим, какие же терминологии используют парфюмерами. Так как вы знаете, создание композиции, создание духов, это занимается специальный специалист, парфюмер называется. Так, вот один из этих терминов – это база, композиция базы, это гармоничное сочетание душистых веществ в результате смешивания нескольких компонентов в простую законченную композицию, которую в дальнейшем используют как сырье при разработке парфюмерии. Это о чем говорит? Что если мы создаем композицию из нескольких эфирных масел или душистых веществ, мы создаем основу для того, чтобы эту основу используется в дальнейшем, как при составлении духов, также при составлении одеколонов, душистой воды или же называется туалетная вода. Если мы говорим гамма, вы заметили, да, когда я говорила, что парфюмерия – это искусство. Заметьте, гамма это используется даже в искусстве. Да? Что такое гамма для парфюмера? Это обозначение парфюмерами, употребление ими ассортимент сырья. Значит, мы берем ассортимент сырья, какого определенного сырья, где парфюмер потом что делает? Употребляет вот эти вот сырье, которое он создает, гамму. Вот эту гамму, которую создает, эта гамма, он что делает? Используется в дальнейшем. Если нотка, вот видите, да, мы говорим об искусстве, нота это характеризует аромат сырья или композиция. Вот такая вот, например, как цветочная нота или пряная нота и так далее. Да? Когда вы те ароматные классификации, которые я вам давала сейчас, да, мы говорим о нотах, о запахах. Ароматный, цветочный запах, древесный запах или запах пачули, можно так сказать, это уже является вот те названные мною было, это все является эфирные масла. Следующая терминология для парфюмера – это при создании духов или, как говорится, база композиции, то идет созревание, это непрерывный процесс изменений, происходящего в парфюмерной жидкости изделий, в результате которых достигает высокое качество продукта и стабильность запаха. Это когда мы собираем нотку, когда мы собираем гамму, и вот из этой нотки и гаммы у нас идет созревание. Не сразу оно может это проявиться, а определенный
созревания этих вот запахов. Дальше сочетание. Конечно, это сочетание, это является эффект. Получаем при смешивании 2 или 3 видов сырья или простых нот, когда характер и интенсивность запаха каждого пахучего вещества гармонично сочетаются. Это говорит о том, что мы берем несколько по запаху эфирных масел и соединяем, и делаем так, чтобы эти запахи, что у нас были сочетания, чтобы они сочетались, эти запахи. Потому что не каждый запах может сочетаться с другими запахами. Если мы возьмем по эфирных масел, потому что вы знаете, что эфирные масла это летучие вещества, которые имеют своеобразный запах. Тема – это основной запах, вокруг которого парфюмер, вы знаете, что парфюмер, у него чем он пользуется, каким органом? Носом. Для него это рабочий, можно сказать, инструмент. С помощью носа он может развивать свое творчество. Основные такие запахи, которые он чувствует по запаху по запаху носа. Следующее. Если мы возьмем шлейф, это, конечно, обонятельное ощущение запаха воздуха, оставленного проходящим надушивший человек. Ну, это вы все встречаете, да? Когда идет надушенный человек или духами, или любым парфюмерным продуктом, или изделием, или средством, можно сказать, когда надушится, он прошел через вас, он ушел далеко-далеко, но запах его духов или его одеколона остается, запах остается, а его самого нету. Вот это называется шлейф. Дальше, при создавании духов основную роль играет головная нота, конечная нота и сердечная нота. Вот эти 3 ноты, которые сочетаются между собой при создании тех или иных парфюмерий, или можно сказать парфюм. Первая головная нота, которая создает первое обонятельное впечатление во время использования парфюмерии, возникает благодаря сильной летучести некоторых компонентов. Что это такое? Что это объясняет? Это объясняет, что когда мы сочетаем вот этих эфирных масел, композицию создаем, базу создаем для дальнейшего, для дальнейшего создавания духов. И вот когда мы говорим о нотках, головной нотках, там, когда мы соединяем эфирные масла, самые летучие эфирные масла, они улетучиваются. Вот это называется головная нота. Потом идет конечная нота, это ощущается в завершающей стадии испарения парфюмерии. Определяется запахом наиболее нелетучих компонентов, менее летучих компонентов. А когда все летучие компоненты, они улетучили, но все равно какой-то запах остается в любом случае, да? И вот конечная нота, когда все улетучились, и которые менее нелетучие, вот эти вот летучих веществ, или можно сказать компонентов, где они остаются, вот это называется конечная нота. Но если говорить о сердечной ноте, это запах, который ощущается после начальной ноты и определяет тип запаха в парфюмерии. Когда мы говорим о головной ноте, когда улетучиваются все летучие вещества, и вот этот вот запах, который остается между, можно сказать, головным и между конечной нотой, вот эта сердечная нота, которая уже определяет определенный запах вот этой парфюмерии. Вот это 3 основные ноты, которые играются при создавании тех или иных, парфюмов. Душистые вещества, о том, что мы говорили, что смесь душистых веществ, что же это такое? Это вещество, обладающее специфическим, не всегда приятным запахом. Он неприятный запах, потому что он концентрирован. И способно передавать его другим веществам. Передается другим веществам. Потому что когда резкий, нехороший запах идет, вы не можете определить. И когда он соединяется с другими, то он уже может передать свои запахи или свой запах другим веществам, будучи внесенным в очень небольшом количестве. Делится на натуральные и синтетические душистые вещества. На следующей лекции мы обязательно поговорим о создании духов и одеколонов. Каким способом, каким методом создаются вот эти вот композиции духов, одеколонов, душистой воды и также туалетной